В эфире новости спорта. Здравствуйте. Женская сборная России по теннису выиграла у команды Румынии в квалификационном матче Кубка Федерации. Игра до 3 побед завершилась со счетом 3-2 в пользу россиянок. В матчах одиночного разряда Екатерина Александрова победила Анну Богдан, а затем оказалась сильнее Елены Габриэлы Рузе. Вероника Кудерметова потерпела поражение от Жаклина Дене Кристиан и Богдан. В матче парного разряда, который прошел накануне, Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли Рузе и Кристиан со счетом 6-3, 6-2. Благодаря этой победе российские теннисистки обеспечили себе участие в финале турнира, который пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште. Напомню, женская сборная России является четырехкратной победительницей Кубка Федерации. Российские спортсменки стали победительницами во всех дисциплинах этапа Гран-при по художественной гимнастике первого турнира в олимпийском сезоне. В упражнениях с булавами победу праздновала Дарья Трубникова, а в упражнениях с лентами и мячом золотые медали завоевала Дина Аверина. В упражнениях с обручем лучшей стала Екатерина Селезнева. Также россиянки победили в групповых упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав. В их активе также золото в упражнениях с 5 мячами, личном и командном многоборье. Следующий этап пройдет в Эстонии с 29 февраля по 1 марта. Действующая чемпионка мира и Европы Мария Лосецкена одержала победу на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире. 27-летняя спортсменка с 3-й попытки взяла высоту 205 сантиметров, что стало ее личным рекордом на соревнованиях в помещении. Второе место заняла Анна Чичерева, отставшая от лидера на 9 сантиметров. Третье место заняла Кристина Королева. Напомню, Мария Лосецкена в прошлом году одержала победу на зимнем чемпионате Европы и чемпионате мира, а также выиграла бриллиантовую лигу. По итогам сезона она была признана лучшей легкоатлеткой Европы. Александр Большунов одержал победу в масс-старте свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Швеции. Россиянин преодолел дистанцию за 33 минуты 10,3 секунды. Вторым линию финиша пересек норвежец Шур Рёте, отстав от победителя на 0,8 секунды. Третьим стал еще один россиянин Иван Якимушкин. А Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1647 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клеба, на счету которого 1222 балла. Тройку лидеров замыкает Рёте, у него 822 очка. Интер одержал победу над Миланом в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. В первом тайме россонери обеспечили себе преимущество в 2 мяча благодаря точным ударам Анте Ребича и Златана Ибрагимовича. Однако Интер смог переломить ход матча, забив 4-жды во второй 45-минутке. Результативные удары на свой счет записали Марцело Брозович, Матиас Весина, Стефан Деврей и Ромело Лукаку. Благодаря этой победе Интер вышел на первое место турнирной таблицы чемпионата, опередив Ювентус по дополнительным показателям. У обеих команд по 54 очка. Милан идет на 10-й строке, имея в активе 32 пункта. В следующем туре Интер в гостях сыграет с Лацио, а Милан на своем поле примет Торино. Мини-футбольный клуб «Заря» сыграл в ничью со столичным Мосполитехом в матче 19-го тура пари-матч Высшей лиги России. Встреча прошла на паркете спортивного комплекса «Полет» в Московской области и завершилась со счетом 3-3. В составе якутян голы забили Дмитрий Матицын, Афанасий Федоров и Алексей Костенко. У московской команды взятие ворот провели Дмитрий Тренкунов, Алексей Скрябин и Сергей Попов. «Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице конференции «Запад», набрав 22 очка после 17 игр. Мосполитех идет на 10-й строке, имея в активе 20 пунктов в 18 встречах. В следующем туре якутские футболисты сыграют с дублирующим составом егорской команды «Газпром-Югра», а Мосполитех встретится с КПРФ-2 из Москвы. Обе встречи пройдут 15 февраля. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе спортивных новостей на Якутия 24.